Мы находимся у входа в музей Ижевска. Музей располагается в Генеральском доме, построенном в 1857 году. За это время здание неоднократно перестраивалось, менялась планировка. Даже вход в разное время в дом был в разных местах. Первоначально, по задумке архитектора, парадная лестница и парадный вход располагались с южной стороны. Сейчас основным входом в Генеральский дом считается этот вход с восточной стороны, со стороны Летнего сада. Это поздний пристрой, он появился в 20-е годы 20 века. Мы называем его пристроем клуба коммунистов в память о той организации, которая в то время здесь располагалась. В 2014 году в Генеральском доме на 2-м этаже открылся музей Ижевска, и в то время началось оформление входного пространства в музей. Тогда здесь размещались портреты генералов, которые в разное время проживали в доме. Позже эти портреты были перенесены в основную экспозицию музея, а в 2015 году в ходе арт-лаборатории на стенах входной зоны появилась роспись, которая называется «Земля Ижевск». Автор этой росписи – ижевская художница Алена Собина. Эту фреску она создавала по мотивам рисунка Василия Жуковского. Поэт Василий Жуковский сопровождал цесаревича Александра, будущего императора Александра II, в поездке по России. И в 1837 году они посещали Ижевский завод. Рисунок Василия Жуковского считается первым изображением Ижевского оружейного завода. И за основу своей росписи как раз-таки вот этот эскиз взяла художница Алена Собина. Конечно, нужно обратить внимание на материал, которыми фреска эта выполнена. Материал для нас, для современных зрителей, необычный, но один из самых древних. Это глина, или, как в описании работы художница сама называет его, ижевская грязь. Во-первых, цвет глины перекликается с цветом сепии, который работал Василий Жуковский. Во-вторых, глина отсылает нас к феномену ижевской грязи, который описывают многие историки, ижевско-краеведы. Об ижевской грязи мы можем прочитать в работах Игоря Кобзева, Сергея Жилина. Известно, что вплоть до середины 20 века улицы в Ижевске были неблагоустроены. Особенно весной и осенью они буквально утопали в грязи, не было тротуаров. И проблема была настолько велика, что про ижевскую грязь писали даже в газетах. Тему ижевской грязи художники разрабатывают давно. Ижевской и шире удмуртской грязи в разных жанрах, в разных сюжетах повторяется эта история. Есть еще одна легенда, еще один важный для Ижевска образ, который встречается в работе Алены Собиной. Это легенда об Ижевском орле, который тоже тут изображен. Орел украшал главный корпус Ижевского оружейного завода. После революции он был сброшен и утоплен, якобы в Ижевском пруду. Орел этот так и не был найден, превратился в легенду. Образ по-прежнему живет в музее и встречается не только на входной зоне, но и дальше в экспозиции музея Ижевска.